На ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем в этой программе. Одно сохранить, другое забыть. Никакого возврата лихих 90-х быть не может. О всей палитре сессии Госсовета Дмитрий Аринин. Волки сыты, овцы целы. Они верили, что волков к ним выпустили. Лесные хищники погрызли собак. По следам информации из сети Рамиль Шайдуллин. Огромная колея и пропавшие тротуары. Около домов-то вообще здесь не убирается. Еле-еле ходим. Почему казанские дворы не освобождаются от снежного плена? Салават Мухаммадуллин. Легенды Филадельфии Флайерс против татарстанского хоккея. Кто выиграл в товарищеском матче, знает Алмаз Гафиятов. Виновные в погроме на новотатарском кладбище Казани пока не найдены, но возврата лихих 90-х не допустят. Об этом сегодня глава МВД Артем Хохорин доложил депутатам Госсовета. В парламенте прошла 25-я сессия. Рассмотрели более 30 вопросов и решили законодательно охватить все нематериальное культурное наследие республики. Какой объем работ предстоит, узнал Дмитрий Аринин. Никакого возврата лихих 90-х быть не может. В первой половине дня работы татарстанского парламента солировал Артем Хохорин. Отчитался о работе своего министерства в минувшем году. Так роста преступности не допущено. Удалось сбить и волну мошенничеств. При этом по некоторым резонансным делам дело движется не так быстро, как хотелось. Погром на татарском кладбище. Как сейчас движется дело? Большой объем работы проведен, но, к сожалению, пока радовать нечем. Мы работу продолжаем. Пока преступление остается на контроле, но, к сожалению, не раскрытым. Предание же сказителей прошлого получит свой закон о нематериальном культурном наследии. По нему будут исследованы, получат свой паспорт, различные традиции, праздники и все многообразие фольклора. К началу 2016 года в проектной версии значилось 200 объектов, первичный мониторинг которых осуществлен на территории ряда районов. По этому законопроекту сегодня также высказались представители нескольких непарламентских партий. Мы признательны вам за приезд, за выступление. Еще раз говорю, высокая партийная культура сегодняшнего выступления многих и ответственный подход нам очень любо. От пищи духовной перешли к телесной, закону о продовольственной безопасности. По нему распланируют, сколько и какой сельхозпродукции надо. Всякое в жизни бывает, и надо перестраховать. Это под итог тому разговора 10-й год засуха. Всего в повестке дня сессии Госсовета было более 30 тем. Это и решение внутренних текущих вопросов, и рассмотрение федеральных законодательных актов. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Михаил Бабич прокомментировал возможность нового договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией. Он назвал Татарстан лидером по многим позициям, не только в округе, но и в России. Отметил в интервью ТАСС, что отношения между регионами и центром сформированы без белых пятен. Но если в дополнительных подходах появится необходимость, принимать решение будет президент России. Полпред президента также прокомментировал высокие показатели республики. Безусловно, лидером не только в ПФО, но и в стране по многим позициям является Татарстан. Конечно, ряд критиков говорят, что такие результаты – это средства федерального центра, которые по разным программам направляются в республику. Это далеко не так. Команда действующего президента Минниханова работает круглые сутки, много взаимодействует с инвесторами, отметил Михаил Бабич. Сравнению не подлежит. Минтимер Шаймиев сегодня укоротил коммуниста Артема Прокофьева за то, что он некорректно сравнил акцию «Бессмертный полк» с митингами и шествиями политических партий. Я считаю, что это по меньшей мере неэтично. Почему? Потому что в этом марше участвуют все, независимо от партийной принадлежности. Это дело святое, и отношение к этому должно быть в нашей памяти и действиях таковым. Когда паника уляжется, народ начнет сравнивать комиссии и ставки. Руководство Акбарсбанка сегодня вновь встретилось с журналистами, чтобы прокомментировать ситуацию с информационной атакой. Напомним, некоторые клиенты банка говорят, что им приходят сообщения с призывом выводить свои средства. Как Акбарс будет бороться за свою репутацию, расскажет Александра Севастьянова.
Пресс-конференция не запланированная, но и экстренной ее назвать нельзя. Валерий Сорокин журналистов собрал по просьбе президента Татарстана. Не для громких заявлений, а чтобы проявить открытость. С Акбарсбанком все в порядке. Первое, что меня спросил водитель, как только я сегодня с утра сел в машину, а правда ли, что Акбарс закрывается? Но я стал понимать, что раз ситуация дошла до водителя, то уже, значит, дело серьезное. На вопрос, откуда такая информация, ответ лаконичный. Сказал знакомый гаишник. Это одна из причин паники. Дело в том, что зарплатные карты всей структуры МВД сейчас выводят из Акбарсбанка. Процедура стандартна, но на фоне декабрьских событий в банковской сфере вкладчикам показалось тревожной. По словам Сорокина, воспользовались случаем и конкуренты. Какая бы пропаганда ни была, ну хорошо, пройдет 2 дня, и Акбарс не закроется, да? Пройдет 222 дня, и Акбарс опять не закроется. Когда, если мне разрешите такой термин, как шухер, уляжется, народ рано или поздно будет сравнивать циферки. А за ними и факты, комиссии и ставки отличаются. И для тех, кто вывел деньги из банка, порой не в лучшую сторону. Александр Севастьянов, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Расследование уголовного дела по Татфондбанку скорым не будет. Об этом сегодня заявил Артем Хохорин. По его словам, сейчас идут задержания, аресты, проводятся экспертизы, изъятие документов. То есть предстоит большой объем работы. Как любое большое экономическое дело, быстрый процесс здесь не будет, так что мы работаем. Без интриг и неожиданностей началась избирательная кампания в Духовном управлении мусульман. Сегодня имамы и мухтасибы приехали на пленум. Главный вопрос повестки – кандидаты на решающие посты. Напомним, в апреле священнослужители изберут нового муфтия, его заместителя и главного казыя. Кто претендует на должности и кого утвердили, расскажет Аделя Коломейц. До начала пленума считанные минуты, но представители высшего мусульманского духовенства сегодня в зал не торопились. В кулуарах резиденции разговоры только об одном – какие выборы, без обсуждений, слухов и предвкушений. Журналистов на пленум не пускают. Планируется, что на заседании обсудят кандидатов на выборы в Духовное управление мусульман. Они, кстати, пройдут в апреле 2017-го. До 13 февраля принимались документы от кандидатов на пост муфтия Татарстана, его зама и главного казыя республики. Но всю информацию от имен кандидатов до их количества держат в строгом секрете. Все карты раскрыты. После пленума на пост муфтия только один кандидат. Действующий руководитель Уммы Камиль Хазрат Самигуллин. На должность главного казыя изначально претендовали 2 священнослужителя – Джалиль Хазрат Фазлыев и имам Казанской мечети Султан Камиль Бекчентаев. Но кандидатуру второго не утвердили, мухтасибаты не поддержали. Борьба развернется за пост первого зама. Им может стать как Рустам Хазрат Валиуллин, мухтасиб Советского района, так и имам Кулшариф и Эльфар Хазрат Хасанов. Оба кандидата достойные, говорит нынешний зам, и объясняет, почему уходит. Мне нужно давно уже защищать диссертацию, и вот, собственно, этому я хочу посвятить основную жизнь. На руководящей должности глубоко заниматься научным исследованием невозможно в принципе. А вот Камиль Хазрат Самигуллин, говорит, готов и дальше ударно работать. И не удивился, узнав, что нет конкурентов. Предположение, наверное, будете делать уже вы. Но факт есть факт, что никто больше не принес, не подал свои документы. Выборы в Духовное управление мусульман пройдут 17 апреля. Аделя Коломейц, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Волки-оборотни. Татарстанцы уже несколько дней подряд получают сообщения о нападении гигантских хищников на собак в Алексеевском районе. Но какими должны быть волки, чтобы играючи разорвать алабаев? Рамиль Шайдуллин выяснял, не являются ли волки уткой. Охотник без опаски держит волка с человеческий рост, потому что хищник уже не страшен, отловлен и пристрелен. В селе Сорочьи горы крупный волк перегрыз нескольких собак. Такая информация появилась в соцсетях. С ними при помощи авиации боролись. В 70-х годах прошлого века волки встречались повсеместно. Сегодня по республике волков не наберется из десяток. Орел обитания, Лесистые, Спасский, Алькеевский и Аксубаевский районы. Волк, он, даже если вот старые книги почитать, он никогда далеко от человека не селился. Переживать зиму в таких сугробах могут только особо крупные особи, но средний рост волка в Татарстане не превышает и полуметра, поэтому зимовать они предпочитают не в лесу,
А на опушке, ближе к людям. У нас ведь люди не настолько волками напуганы, чтобы стоять около своей коровы круглые сутки. Собаки на фото были на привязи. Остается загадкой, как волки могли добраться до самого дома, и никто не услышал лая. Отгадана лишь достоверность истории. Это фото не из Татарстана. Однозначно неправдивая новость, потому что уже наши специалисты мы тоже подняли на ноги. Мне уже, во-первых, сразу сказали, что там волков-то, во-первых, нет в тех местах, которые вот обозначаются. Потом проехали, посмотрели, там ничего, естественно, нет. Эти фото мелькают на сайтах всего Рунета. То они из Татарстана, то из Карелии, то из Дагестана. Те же лица, волки и собаки. Герои последних фальшивых новостей. Волки-оборотни в Татарстане не замечены. Рамиль Шайдуллин, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Снегом завалены, лопатами не чищены. Казанцы негодуют. Столичные дворы оказались в снежном плену. На дорогах колея, о тротуарах речи не идет. Ходить невозможно. Почему природные осадки задерживаются на дорогах, расскажет Салават Мухаммадуллин. Звук гребящих снег колес и запах горящего сцепления знакомы многим казанским водителям. Каждая парковка – шоу-интуиция, как повезет. Но застрять дело одно, а вот двигаясь по снежной колее, машину запросто может выкинуть на соседний автомобиль. А и того хуже на проходящих мимо пешеходов. Хотя здесь им, похоже, не место, тротуара для них нет. Алия Габидуллина живет по улице Блюхера. Говорит, не пройти, не проехать. Ни качель не пройти, ни горки не пробраться. Ну, ищем, откуда пройти. Дети сами чистят? Дети сами, да, лопатой убирают, снег чистят. Сложно ходить, тяжело. С нежеланием жить в снежном плену и ходить в мокрой обуви жители дома обратились в народный контроль. Почему снег остается там, где упал? Ответ местного ТСЖ оригинальностью не отличился. Денег нет, трактор нанимать мы не можем. Ну, у нас чистит дворник. Просто снег был, знаете, вот много снега было, он не успевал. А так он вроде нормально чистит, я не знаю. У кого-то нет денег, кому-то мешают припаркованные машины, а где-то плохой дворник. Причины, чтобы не убирать снег, у всех разные. А между тем февраль – снежный месяц. За 5 дней обещали превысить норму осадков за полмесяца, и от отговорок тех, кто должен этот снег убирать, жителям не легче. В снежном плену сейчас каждый второй двор. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Татарстанская транспортная прокуратура будет просить уголовное наказание для лихача, прокатившегося по Казанскому аэропорту. Сегодня об этом сообщили на заседании ведомства. Напомним, в конце декабря пьяный мужчина на машине проехал терминал аэропорта насквозь. Профилактикой такого грубого правонарушения должна стать уголовная ответственность. Бороться в 2017-м придется и с любителями так называемого зацепинга. Это езда не внутри, а снаружи поезда. На прошлой неделе в Казани экстремальное увлечение привело к смерти. Росздравнадзор Татарстана не против гомеопатии. Контролирующее ведомство высказало свою позицию по нашумевшему меморандуму РАН, где ученые гомеопатию назвали лженаукой. По мнению руководителя республиканского Росздрава, эти препараты не запрещены, но также подлежат контролю, как и другие лекарственные и медицинские средства. Так, за прошлый год из обращения изъяли более 50 тысяч упаковок недоброкачественных лекарств. Среди них были и подделки. Вот таблетка бывает, вот ее бросишь, она, существует параметр ее рассыпаемости. Так ведь она должна, вот таблетка, рассыпаться. Ее проверяет лаборатория, она рассыпается меньше, чем положено стандартом, или больше по забраковке. На упаковке, например, даже неправильно пропечатана буква на упаковке, это тоже забраковка, тут же изымается из реализации. Современный торакальный хирург обязан проводить открытые операции эндоскопически и с помощью роботов. 200 лучших российских специалистов в этой области сегодня приехали в Казань. Открылся 6-й российско-европейский образовательный симпозиум. Сложнейшие операции увидела Альбина Салгараева. Видно, парень? Это 20, это 4 сантиметра. А это сколько? 3. На хирурге специальные очки и микрофон, чтобы было хорошо слышно и видно остальным. Операция сложнейшая, настоящая, при этом и показательная. Академик из Краснодара Владимир Парханов проводит в Казани мастер-класс по спасению жизни. Это нужно выделить трахею, нужно найти это отверстие и сечь трахею, ушить пищевод и шить трахею. Мастер-класс – это когда подбирают тяжелых больных, которых обсуждают все, и оперируют люди, которые назначены
старшими. Наметят тонкой иголкой, пропунктируют переднюю стенку трахеи. В соседней аудитории за операцией наблюдают хирурги, опытные и начинающие. Всего на симпозиум приехали более 200 врачей. Не просто смотреть, но и обсуждать. Тут же задают вопросы и получают комментарии. Евгений Тришин, хирург из Ярославля, посещает медицинский форум не в первый раз. Помимо того, что обучение врачей уже с опытом, здесь есть еще и мастер-классы для операционных медицинских сестер, для молодых начинающих торакальных хирургов. Сегодня задача торакального хирурга быть многофункциональным. Он обязан уметь делать операции как открытые, так и с помощью роботов. Этому посвящено целое отделение симпозиума. Симпозиум продлится 3 дня до 18 февраля. Впереди еще круглые столы, обсуждения и дискуссии. Альбина Слугараева, Даниил Кинджаев, ТНВ, Казань. Казань глазами парижанки. Рустам Минниханов сегодня обсудил с мэром Парижа Анной Дальго вопросы проведения в столице Франции Сабантуя. Рустам Минниханов считает, что национальный праздник может претендовать на включение в список ЮНЕСКО как нематериальное наследие. В свою очередь мэр Парижа говорит, что сегодня большой интерес представляет и опыт Татарстана в подготовке международных спортивных мероприятий. Париж претендует на Олимпийские игры в 2024 году. Хорошую новость сегодня мы получили из Лениногорска. На лечение Анастасии Диатулиной, о которой мы рассказывали в наших программах, собрана полная сумма – 2 миллиона рублей. У девушки острый лейкоз, нужна пересадка костного мозга. Сейчас Настя находится в Москве на лечении, и после того, как немецкий фонд найдет донора, она отправится в Санкт-Петербург на операцию. Семья Диатулиных и наш телеканал благодарит всех телезрителей, кто оказал посильную помощь и помог поверить в чудо. Шайба Рустама Минниханова помогла сборной Татарстана обыграть ветеранов Филадельфии Флайерс. Хоккейный матч звезд во Дворце спорта завершился минимальным преимуществом хозяев. Легенда Акбарса и НХЛ подарили казанцам настоящий праздник. В атмосферу окунулся и Алмаз Гафиятов. Под сводами Дворца спорта звучат уже привычные слова. Капитан сборной республики, 99-й номер Рустам Минниханов, снова не ушел со льда без заброшенной шайбы. Соперники высоко оценили спортивную форму президента. Я против него играл, я знаю, что очень много тренируется, у него отличный бросок, и у него сегодня много моментов. В Казани приятно всегда бывать, я обожаю этот город. И когда есть возможность приехать в Казань, всегда еду. Лучшие игроки 80-х и 90-х в составе Филадельфии Флайерс также забивали на казанском льду. Несколько десятилетий назад они собирали за океаном полные ледовые арены. Посмотреть на их игру мечтали миллионы. Атмосфера супер. Вы знаете, это все время является мечтой. Наверное, мы с детства мечтали с этими ребятами сыграть. Вот я у Карпентера шайбу отнял, когда бы это мне приснилось. Вот оно произошло. Помимо спортивной составляющей, такого рода матчи еще и улучшают взаимоотношения между странами. Я искренне рада приветствовать знаменитую команду. Наши страны переживают не самые лучшие времена своих отношений. Но вот ваш визит – это такой серьезный шаг в сближении позиций наших стран. Основное время матча завершилось в ничью 6-6, а в буллитной серии сильнее оказались татарстанцы. Алмаз Гафиятов, Даниил Филатов, ТНВ, Казань. Далее о погоде. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Только с 1 по 28 февраля акция для всех. Цена на путевку 1450 рублей в сутки с лечением. Санаторий Ливадия, Казань. Закончилась гарантия? Это к выгодному сервису. В феврале комплексная диагностика для автомобилей Toyota, Nissan, Mazda 350 рублей. Мойка в подарок. Sky Service. Сеть сервисных центров по ремонту автомобилей различных марок. 235 35 55. Ой, папа, вас мама и тут и там показывает. Так это Теле7. Все, что в нем есть, все показывают. Маму в телевизоре, наш ужин в духовке. А выходные? И выходные. Так, куда пойдем, в кино или в цирк? На каток. Антенна Теле7. Хорошо, когда мы вместе. Мобильная связь «Летай» для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц. Погрузись в захватывающий мир науки. Такого ты еще не видел. Магия,
тайны. Приходи и посмотри на это собственными глазами. 17 февраль, Мәскәү. Зуев исемендәге мәдәният йортында Әтнә дәүләт драма театры спектакле. Шыңгыз Айтматов, Гүзәлем Әсәл. Бер ел дәвамында көтелгән тантана. Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасында 25 февраль көнне Пирамида концертлар залына көтеп калабыз сезне. Здравствуйте. Завтра температурный фон в республике понизится на пару градусов. Осадки будут маловероятны. Подробнее после полезной информации. Боль в суставах и позвоночнике не только ограничивает движение, она ограничивает жизнь. Магнитотерапевтический аппарат Алмак-01 позволяет остановить развитие болезни и вернуть суставам былую подвижность. В феврале купите Алмак-01 по сниженной цене в аптеках города. Долгожданная акция. С 13 по 26 февраля снижаем цену на Алмак-01. В аптеках 36,6 отличная и аптеках низких цен. Спешите, количество товара ограничено. О погоде. Облачная погода с прояснениями на юго-востоке Татарстана. Ночью местами возможен снег, минус 13, днем без осадков и около 10 мороза. Небо северо-востока прояснится, осадки маловероятны, ночные температуры минус 13, днем около 11 градусов ниже нуля. На севере Татарстана, Менделеевске, Актаныше, Агрызе также малооблачно, ночью минус 14, днем столбики термометров покажут 11 градусов мороза. На северо-западе осадки не ожидаются, ночные часы подморозят до минус 18, днем около 14 градусов ниже нуля. В Болгаре, Буинске, Дрожжаном облачная погода с прояснениями, ночные часы местами до минус 19, днем около 13 мороза. В центральных районах республики Чистополе, Нурлате, Аксубаево днем облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег, ночью до 14 мороза, днем около 12 градусов ниже нуля. В последующие сутки ветер сменит направление с северного на южный, ожидается значительное повышение температур и снегопады. В Казани ночью пасмурно, днем облачно с прояснениями. Ночные температуры до минус 16, днем около 13 мороза. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. В ночные часы ожидается магнитная буря. В студии была Лейла Латыпова. До встречи на ТНВ.